Сулейман-сыр Кайдемир Бештоев – первый мэр города Бейшахир по национальности ингуш. Он сподвижник первого турецкого президента Мустафы Кемаля Ататюрка. Юный мухаджир блестяще оканчивает сначала лицей, а потом юридический факультет университета города Кония. Наряду со светским получает и духовное образование. После окончания университета он открыл свое дело – деревообрабатывающую фабрику. До нас дошли фирменные бланки и образцы печатей этой фабрики. Одновременно с коммерческой деятельностью Сулейман-сыр ведет большую общественную работу. Когда над Турцией нависла угроза раздела между странами Антанты, он вместе с другом черкесом Мехметом Назымом создает тайное общество «Товарищ». Когда Мустафа Кемаль Ататюрк, возглавивший народную борьбу младотурков, прибыл в город Кония, Сулейман-сыр примкнул к нему. С этого времени вся его деятельность была тесно связана с Ататюрком. Ататюрк многократно вызывал его в Анкару. Сулейман-сыр должен был участвовать в Севасском и Эрзумском конгрессах в качестве делегата от города Кония. Город Кония является центром одной из самых крупных областей Турции. Ему подчиняется небольшой город Бейшахир, куда эмигрировали ингуши. В Бейшахире жил и Сулейман-сыр, он был первым мэром этого города. Ни на один конгресс Сулейман-сыр поехать не смог из-за болезни. Вместо себя он отправляет своего товарища Мехмета Назыма. Избирался Сулейман-сыр и в первый турецкий парламент. Но должен был отказаться от депутатского мандата также из-за болезни, которая вскоре унесла его из жизни. В 1923 году, не дожив совсем немного до объявления республики, Сулейман-сыр скончался, похоронен в Бейшахире. Сулейман-сыр, который не жалел своих сил и средств для освобождения своей новой родины, считается в Турции народным героем. Он снарядил на свои деньги на греко-турецкую войну 30 ингушей из Бейшахира, а его брат Абдул-Межид был командиром сотни. Улица, на которой он жил, носит его имя. Его дом занесен в список исторических памятников Турции. В свое время он был самым красивым и большим трехэтажным в городе. Сулейман-сыр, его брат Абдул-Межид, Исмаил Таршхоев, Осман Тачиев были награждены высшей наградой Турции «Истеклал-медальон» – «Медаль свободы». Представленный к этой награде Осман Тимурзиев отказался от нее в связи с тяжелым положением Турции. Медаль была изготовлена из чистого золота. Жизнь и деятельность славного сына ингушского народа заслуживает детального изучения. Он остался в памяти турецких ингушей не только как яркий политик и общественный деятель, но и как незаурядный человек, патриот своего народа.